Ассаламу алейкум, казах елі. Буду это обращение делать на языке великого арабского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Как вы знаете, в Казахстане, как считают российские пропагандисты, журналист Соловьев, говорить и требовать на казахском языке у русских это экстремизм, нацизм. А русским Казахстана требовать у казахов на русском языке это нормально. Поэтому российские пропагандисты Соловьев, Скобеева назвали нас, казахов, которые требуют обслуживания на казахском языке, языковыми патрулями. Никаких языковых патрулей в Казахстане не было. Посмотрите на это видео, где Соловьев говорит и придумал новый термин «языковые патрули». Ну вот там появляется очередное видео, которое снимает этот подонок в Казахстане. Я что-то не вижу никакой реакции властей Казахстана. Вот несчастную женщину отловили, заставляют ее извиняться. Okay, let's see what happened in reality. That woman on the video, Amelia Grechenik, is the head of the Control Department of Medical Social Expertise in Atyrau region. When a woman who is a mother of a disabled child called the department for a consulting, Amelia refused to answer her questions for only one reason. Because that woman spoke Kazakh. Алло, саламатсыз ба? Здравствуйте. ИПР-дың оригиналын жоғалтып алдық, соған қалай дубликат шығартып алсақ болады? Когда вы проходили комиссию? Так, медкомиссия 14 жылы. Какой вы? Дайте свой ИИН. 87. На русском языке можете сказать? Нет, вы говорите по-казахски. Вы говорите по-казахски. Вы не хотите разговаривать? Я вас говорю, я прошу вас, чтобы вы сказали Нет, на русском. нет, мы в Казахстане находимся, говорите, пожалуйста, на казахском. She refused to consult the customer in the official state language. That is a discrimination of Kazakh-speaking customers. And the only one reason for her to apologize was to escape punishment by law. No one could threaten her or caused any physical harm. Amelia lives in Atyrau, and Kuwat Akamatov, who's been blamed to threaten her, lives in Almaty, which is 2,000 kilometers. Теперь посмотрите, как президент Республики Казахстан также считает, что языковые патрули это радикализм. Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма. Әсіре радикалдық іс-шараларға мысалы тіл патрульдеріне жол бермеуіміз қажет. Олар нағыз арандатушылар, өзге елдердің мүддесіне қызмет етеді. То есть задание пришло с Кремля. Поэтому я это буду говорить на русском языке. Никаких языковых патрулей в Казахстане не было. Говорить на казахском языке это наше право, потому что Республика Казахстан называется Казахстан, земля казахов. Поэтому то, что президент Казахстана опустился на уровень журналиста, пропагандиста Соловьева, это позор для всего казахского народа, для казахской нации. Я понимаю, что супруга президента Кемель Жемелевича Надежда проживает в городе Москве, что она гражданка Российской Федерации, что его сын гражданин Российской Федерации, что его внуки живут в Российской Федерации, ходят в русский садик, в русскую школу. Я понимаю, что он күшік күйеу. Бірақ ол біздің проблема емес. Егер де ол күшік күйеу болса, біз қазақтар қазақ болып, осы қазақ жерін қазақша сөйлеп қана сақтай аламыз. Баршаңызға рахмет.